сегодня у нас открытый урок. Я желаю всем вам удачного дня. Но перед началом урока я хочу, чтобы вы послушали фильм. Слышно все? Так, хорошо, ребята. Это был фильм «Кумаказы», называется «Адай», да? Скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда послушали это? Свобода казахского народа. Свобода казахского народа. Хорошо, молодец. Еще. Еще кто скажет? Аяла, как ты думаешь? Сильный дух нашего народа, да? Тема нашего урока «Я шансовый фиша». Открывайте страницу 138. Перед началом урока давайте сначала сперва разделим на группы. Вы знаете, да? Мы эту стратегию пользуемся, и это называется хасло, то есть здесь написаны ваши имена. Компьютер сам вас разделяет на две группы. Первая группа Айям, Елдар, Аяла, Куаныш, Ернур. Вторая группа Марат, Назике, Беркежан, Багаша и Зильназ. Быстренько перечислим. Я сейчас вам раздам вот такие вот бумажки. То есть это для определения нашего урока. Это сделано с помощью стратегии Флиппити. То есть здесь спрятаны буквы, да? Из этих букв по горизонтали и по вертикали вы должны будете найти слова, которые определяют нашу тему урока. Вам понятно? Да. Так, быстренько находим. Это как бы групповая работа. Какие слова вы уже нашли? Багашар, читай. Первое слово поэзия, второе киша, третье поэт, четвертый открытый, пятый Ильяс, шестой Сафарали, седьмой Кулагер, восьмой Жансугуров. Хорошо, молодцы. Так, из этих слов определяем тему урока. Значит, наш урок про кого? Ильяс Жансугуров. Ильяс Жансугуров. Киша. Поэма Киша. Хорошо, молодцы, ребята. Садитесь. Смотрите. Перед вами лежат вот такие смарт-часы, да? Вы это знаете. С помощью этого вы сейчас будете оценивать себя. То есть здесь написаны критерии оценивания. У нас как бы 5 заданий. После каждого задания вы будете отмечать свои баллы. То есть, если вы уже определили тему урока, то есть каждому присваивается что? 1 балл. Создавать аргументированные высказывания, рассуждения с элементами описания или повествования на основе таблиц, схем, диаграмм и графиков. Понимать главную и второстепенную детальную информацию сплошных и несплошных текстов. Изучение нового материала «Жизнь и творчество Ильяса Жансугурова». Ильяс Жансугуров, он родился в 1894 году, а ушел из жизни в 1938 году. Он талантливый казахский поэт, прозаик и драматург. Он родился в ауле Аксусского района Алматинской области. В становлении молодого Ильяса большую роль сыграл его отец, местный мастер и кузнец Жансугур. Не получив никакого образования, он тем не менее знал арабскую грамоту и собирал устные поэтические произведения. Первые стихотворные произведения поэт пишет в 17 лет.
В это время он проходил обучение в Карагашской казахской. То есть мы сейчас будем отвечать на вопросы с помощью стратегии ЛИС. То есть здесь есть вопросы, вы сейчас будете взять по чипсам и будете отвечать. Так, первый вопрос. Паныш, читай. Кем был отец Шансгурова? Отец Шансгурова был местным мастером и кузнецом. Хорошо. Правильный ответ, ребята? Молодец. Так, поставь себе 3 балла. Так, Иркежан. Читай вопрос. Угловой сравнен, да? Какая поэма Жансугурова вошло за золотой фонд казахской литературы? Да. Какая поэма вошла в золотой фонд казахской литературы? Так, Иркежан. Это у нас было, да, в биографии? Кулагер. Кулагер, правильно, садись, ага, и поставь себе 2 балла. Так, Динас. Чем является основой тематики творчества Жансугурова? Чудесная сила искусства. Хорошо, молодец. Так, поставь себе 2 балла. Так, Илдар. Следующий вопрос тебе. Где он родился? Ачинский район. Нынче это село называется именем нашего поэта, да, Жансугурова? Аяла. Первое стихотворение он написал в каком возрасте? Первое стихотворение он написал в 17 лет. 17 лет. Молодец. Поставь себе 3 балла. Хорошо, ребята. То есть вы уже поняли и изучили его биографию. Отрывок из поэмы Кюше. Открывайте страницу 140, упражнение 2. Так, готовы? Так, первое. Прочитаем. Там, где плещет толпа, метался аул. Ханский йод разносится струнный гул. По домбре ударяя сидит там кюше, он играя трепещущим струнам прильнул. Струнам прильнул. Хорошо. Аим, скажи, пожалуйста, что ты поняла из этих строк? Рядом озера Балхаш был аул. И в там юрте сидел кюше и играл кю. Играл на добре кю, да? Хорошо, правильно, молодец. Землю стал видеть полный мрака рассказ. Земля стала видеть полный мрак. То есть здесь уже описывается, что наступил Вечер. мрак, да? Мрак это у нас вечер, да? Что уже наступает вечер. Илдар, читай. В самом сердце домбра несмолкаемый гуд ноют, обе струны говорят и поют. Кют тойтана кюшем затянул, бозинген застонали сердцем, как ревущий дыргут. Жүздене айтамыз. Сам сердце домбры ноют, обе струны поют и ноют. И ноют, да? У всех сердце замерли, да? Они почувствовали что? Теплоту. Так, еще раз. А вторая группа. Ваша задача найти здесь толстые вопросы и будете задавать их в первой группе. Вопросы. Так, первая группа. Стальные сердца стали мягче свинца. Қалай түсінесіңдер? Как вы понимаете это выражение? Аяла. Кюй выражен, да? Мы все
кто старее, мягче снится. Да, спа дегеніміз не? Темір, иә? Темір сияқты қатты адамның да жүрегі не істеді дейді? Свинец дегеніміз не болды? Қорғасын, яғни қорғасын сияқты жұмсақ болды дейді. Хорошо, садись. Так, второй вопрос. Елдар, читай второй вопрос. Где собрался народ, чтобы слушать музыкант Юнца? Да, где собрался народ, чтобы слушать Юнца дейді? Еркежан, қай жерге жиналды олар бәрі? Ханская юрте. Қалай? Ханская юрте. Да, в юрте, да? В юрте хана, хорошо. У нас идет работа в парах. Динас, ты садись, Саня. Здесь это у нас ромашка блума, то есть вы уже это знаете. Я сейчас вам раздам вот такие вот карточки, то есть здесь написаны вопросы. Вы будете по ним отвечать по тексту, что вы читали. Хорошо? Так, уточняющие вопросы. Если я правильно понял, что здесь говорится? Уточняющие вопросы у вас, то есть вы будете, какие чувства вызывает у тебя это. Вы же читали этот текст? Какие чувства у вас вызвало? Слушаем, ребята. Текст. То есть поэма о чем? Күй, да? Ага. Күй духов, күй, сила. Он дает силу, да? Еще? Тебе нравится самой күй? Слушать күй? Ну да. Нравится, да? Хорошо. Садись. Так, следующие оценочные вопросы. У кого? Какое у тебя чувство? Кью нам называлось чувство, что Кью помогает нам поместиться, и Кью дает нам силу. Мы поняли, что Кью больше, чем Больше, чем? Больше, чем слова. Правильный ответ, мне понравилось. Молодцы, садитесь. Так, творческие вопросы. Что изменилось бы, что будет если? Как ты думаешь, как будет развиваться сюжет после? Асан Хайда после того, как на концерт сыграл Харамова, весь народ, который собрались у храма, поаплодировали Асан Хайда, и он понравился среди народа и имел почетное место в храме. Объясняющие вопросы. Назерке. Погашали. Как по-другому, да? Значение почему по-другому? Сила Ки, потому что по имени Ки имеет необыкновенную силу растопить стальные сердца людей. То есть ты назвал эту поэму «Сила Ки», да? Хорошо. И последнее у нас практические вопросы. Если бы вы были бы на месте автора. Практический вопрос. Как можно применить, что можно сделать, где ты в обычной жизни можете наблюдать, как ты поступил на его месте. Если бы я был автором, то юный Кьюши каждый день создал новый Кью, и каждый день народ собирался услышать Кью музыканта Юнца. Да, запишите. Дочитайте поэму с помощью искусственного интеллекта ChatGPT. Еркежан, бүгінгі сабақта алған әсерің жайлы айта аласың ба? Сабақ саған түсінікті болды ма? Иә, күйдің құдіреті туралы, одан кейін күйдің маңыздылығы, одан кейін асан қайғы, одан кейін басқа да күйлерді маңыздылығы мен оның құдіреті туралы түсіндік. Жақсы, рахмет. Елдар, бүгінгі сабақта алған әсерің қандай? Саған сабақ түсінікті болды ма? Сабақ өте күшті өтті. Мен сабақта көп заттар үйрендім. Күйлерді, асан қайғыны, құрманғазы,
апамыздың күйлерін үйреніп. Жақсы, рахмет. Аяла, бүгінгі сабақта саған қандай тапсырмалар қызықты болды? Маған бүгінгі сабақта ки туралы тақпақты оқып, оның мазмұнын апайға жеткізіп айтып берген тапсырма ұнады. Жақсы, рахмет.